Меня зовут Иосиф Михайлович Слепцов. Родился в селе Тыккөл Алексеевского района. Я СССР. В данное время работаю директором школы номер 13 города Якутска. Назначен приказом Управления образования от 10 января 2025 года. Иосиф Слепцов по специальности юрист. Работал в управах автодорожного и Гагаринского кругов города Якутска, Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры, заместителем директора школы номер 39 столицы республики. Является участником специальной военной операции, награжден медалью за храбрость второй степени. Прошел повышение квалификации по президентской программе участников СВО «Время героев». В марте 2022 года принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Сдал документы и в апреле уже с республики вторым отрядом в количестве 24 человек отправили в зону проведения специальной военной операции. Как патриот, как человек, любящий свою родину, я не мог оставаться в стороне в такое трудное для страны время. Семья, родные, друзья это восприняли, конечно, с тревогой, беспокоились за меня, но зная мой характер, что я, если принял решение свое, то не отступлюсь от такого решения. И меня отпустили. Полетели через город Хабаровск, потом военным бортом до Ростова, и под Ростовом проходили учебку в течение нескольких дней, и после этой подготовки отправили уже на передовую. Воевал в качестве должности гранатометчика в добровольческом отряде «Барс-1». Всегда находились мы на передовой, на передней части. Нас, якутян, раскидали по разным отделениям, взводам, ротам. Нас было земляков трое в одном взводе. Большой бой был. У нас приняли бой 11 мая 2022 года с превосходящими силами противника. В Запорожской области, в районе поселка Новодаровка. Якутяне отличаются тем, что, как мы, северяне, привыкли жить в суровых условиях, холодных, где условия значительно отличаются от тех регионов, от других регионов России, суровых. Большая половина года зима. Мы все любим охотиться, умеем пользоваться огнестрельным оружием, холодным оружием. И даже находясь там, мы можем и умеем создавать те бытовые условия, которые нужны. Также сделать блиндаж, скопать окопы, это делаем лучше. Начиная с 22 года, это мое второе участие, конца июля, мы получали уже гуманитарную помощь от республики, от города, от улусов, от правительства и от всех жителей республики. По сравнению с другими регионами, наша республика в этом плане очень молодцы, можно сказать. И помощь оказывается колоссальная в виде продуктов, гуманитарной помощи, медикаментов получаем, тепловизоры, ночники, антидронное оружие, рации, всю технику получаем. По сравнению с другими регионами, другие бойцы, которые находятся с нами из других регионов, очень удивляются помощи с республики. В январе 2024 года к нам приезжал глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев с гуманитарной помощью. Как раз мы тот день после ротации собирались на передовую. И в отряде «Барс-35», где мы были, там очень нам не хватало тепловизоров, ночников, антидронных оружий.
рации не хватало у нас. И он, как раз глава города Евгений Николаевич Григорьев, очень большая благодарность ему, и администрации города, что он привез к нам именно нужные вещи. Тепловизор, антидронное ружье, рации, газопечки, продукты питания. И благодарность очень большая ему. О программе узнал, находясь в санатории Бесчегда после уже демобилизации в конце апреля 2024 года. Это президентская программа «Время героев» для участников специальной военной операции. И я принял решение участвовать в этой программе. Находясь в санатории, я сдал документы, прошел анкетирование, прошел тест и путем отбора прошел в эту программу. Якутия – земля героев. Это продолжение программы «Время героев», уже российской президентской программы. Готовит руководителей из числа участников специальной военной операции, руководителей государственной, муниципальной службы и руководителей государственных компаний. И я считаю, это очень правильное решение нашего Илдархана, потому что здесь будут обучаться и проходить обучение, и ставить руководящие должности лиц, которые участвуют в специальной военной операции, которые делом доказали свою преданность своей работе, и которые также будут хорошо работать во благо своей Родины. В первую очередь, конечно, качество обучения, чтобы наши дети получали качественное образование, получили аттестат и в дальнейшем нашли свою жизнь, дальнейшей жизни. И также большое внимание мы будем уделять патриотическому воспитанию в школе. У нас 2 дня, на днях проходил конкурс «Строй с песней смотра» для младших классов, для старших классов. Успешно провели, выбрали победителей. И по патриотическому воспитанию у нас в планах очень много таких. Например, вот в пятницу, 21 февраля, откроем парту героя. Это погибшему нашему ученику, который погиб, геройски погиб, защищая интересы своей страны. В прошлом году пригласили мать погибшего нашего ученика. Будет очень много гостей. Мои боевые друзья будут участвовать там. По возвращении домой обязательно нужно проходить реабилитацию. Я знаю, здесь сам бывал, что в Якутске действует несколько реабилитационных центров для участников специальной военной операции. И очень важно, чтобы у нас были и работали психологи. Ведь семья, жена там, в полной мере иногда не могут адаптироваться к мирной жизни. И чтобы после военных действий адаптироваться к мирной жизни, я думаю, нужна большая помощь именно психологическая. И бытовая, конечно, и по указанию нашего Илдархана уже в конце этого месяца будут раздавать земельные участки участникам специальной военной операции. Это тоже очень большая помощь. И ведется большая работа по трудоустройству бойцов, которые уже находятся здесь дома, проходят курсы, получают специальности. Это все помогает адаптироваться, что они уже находятся в мирной жизни. Также большая помощь оказывается нашим семьям.
трудоустройстве жен, обучению детей, также трудоустройству наших детей. Это очень большую поддержку оказывает наша республика, правительство Илдархан. Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества. Как мы знаем, 23 февраля – это день мужества, отваги, самоотверженности. Этот праздник напоминает нам о необходимости защиты нашей Родины и благодарности тем, кто обеспечивает безопасность нашей страны сегодня. Победа будет за нами.